Этот репортаж о жительнице села Булгуняхта Хангаласского улуса. Она разводит ездовых собак, которых запрягает в специальные сани и рассекает на таком виде транспорта по селу и окрестностям. Ездит на работу, катает местную детвору и даже отправляется на охоту. Меня зовут Евдокия Павлова. Я занимаюсь ездовым спортом, охотой, собаководством и вообще ветеринарный врач. А еще Евдокия – хозяйка своей стаи, которая состоит из 4 взрослых собак и 1 щенка. Давайте с ними познакомимся поближе. Самого старшего зовут Мохсо, порода восточно-сибирская лайка. Он родом из Татинского улуса. Нашла во время экспедиции, когда мы ездили по республике, Татинский район, в селе Баяра я встретила его. Это была любовь с первого взгляда, потому что я знала, откуда эта собака происходит, так как у меня были его предки. Поэтому я сразу же договорилась с хозяином. Ну, не сразу, спустя год мы договорились с хозяином, и хозяин любезно предоставил нам его, потому что таких собак, как он, сейчас по республике, мы когда ездили, мы объездили 7 улусов, 7 районов. Самый дальний – это Вилюйская группа улусов, и мы нашли только 3 похожих собак. И они были уже очень старыми, не репродуктивные, получается. И Мохсо к тому моменту было 7 лет. Через год мы договорились с хозяином, и он отправил нам его как в качестве производителя. Вторым по возрасту считается хаски Халк. Его подобрали в городе Покровске. 3 месяца меня уговаривали его взять. Я так и не решалась. Потом говорю, где он находится, возле какого-то торгового центра. Я подъехала, и он там как раз бродяжничал, выпрашивал еду, корм. Я говорю, пойдешь со мной? Сажусь в машину, показываю машину, он не заходит. Потом я показала ему, как надо садиться в машину, он сел, и все. С тех пор его любимое дело в машине кататься. По первости были сложности, потому что он уличный. Как уличный, он невоспитанный, очень холеричный. Хаски сами по себе холеричные собаки. А он еще плюс такой, хозяина нету и так далее, блуждал. И его даже поймать невозможно было. Если он отпустить его, то он убегал далеко. И пока не набегается, пока с машины не подъедешь, он не подходил. У Халка есть дама сердца по кличке Фея Звездочка. Она прибыла из Москвы в Якутию совсем еще малышкой. Очень долго искала передовика тоже. Она, получается, первая из ездовых пород, которая у меня оказалась. Поискала, как-то тут не очень не нашла, поэтому я связалась с питомником стаи Люпина, это Дмитрий Еремин. Он показывал мне щенков, рассказывал, он был он и есть мой наставник, да, он показывал, я говорю, увлеклась этим. Тогда у меня в упряжке не было ездовых собак, у меня были только восточно-сибирские лаки, это минимум послушания. И вот я попросила, мне нужен передовик. И как раз у них перед моим днем рождения у них родился помет Феи Звездочки. Я сразу ее в 10-дневном возрасте увидела и полюбила. Так она приехала ко мне с Москвы. И сразу же себя к году показала отличным работником, прекрасной ездовой собакой. Голос. Самые младшие в стае – Мойто и Майя, дети Мохсо. А потом по возрасту у нас идет самый молодой, дерзкий Мойто Мохсашкович, это сын Мохсо. Он восточно-сибирская лайка. Как охотник показал себя прекрасно. Этот сезон по соболю работал, несмотря на тяжелые условия, погодные условия, несмотря на то, что снега нет, он все равно добыл соболя. И в будущем году от него ожидаем больших результатов. И потом вот моя девочка, это дочка Мохсо. К сожалению, мать ее погибла в результате ДТП. Как ДТП, наехала машина, поэтому ее здесь нет. А она, получается, от Мохсо и моей девочки Фиалки, восточно-сибирской лайки.
Ну, я думаю, ее ждет хорошая карьера охотничья, потому что вижу по характеру, потому как она, по ее силу духа, у нее есть и сила духа, и экстерьер, и рычаги, все хорошо у нее слажено, и чутье, и работоспособность, я думаю, у нее будет хорошая. Все собаки, пока что кроме Майи, обучены бегу в упряжке. Но, как правило, при катании по деревне Евдокия запрягает только хаски, так как их порода считается ездовой. Лайки присоединяются к упряжке во время охоты. Для катания я в основном использую хаски. Но их я взяла для того, чтобы они тренировали моих восточно-сибирских лаек в первую очередь. Потому что охотничьи собаки, сезон у нас короткий. Получается у нас сентябрь-октябрь, ноябрь, ну максимум ноябрь, да, это если еще повезет с лицензией, так что в ноябре там соболиный сезон, сезон пушнины, да. А потом зима у нас длинная, 8 месяцев просто собаки стоят. И мне было очень жалко смотреть на это, и поэтому я взяла хасок, чтобы они были впереди, а позади были восточки, ну, по очевидным проблемам, да, поэтому я взяла хасок. И они как бы выступают в качестве живого тренажера для моих восточно-сибирских лаек и для души. Ездит Евдокия на 2 санях, специальных ездовых нартах для собачьих упряжек. Вот это вот традиционная нарта. Она сделана по заказу. Ее делают по старинке, чтобы без единого гвоздя, без единого шурупа. Вот эти нарты я купила у одного мастера. Он живет в Наумском районе за 10 тысяч. Мы так сговорились. На самом деле нарты стоят гораздо дороже по затрате физического, как труда, да, по оценке труда и по материалам. Она, конечно, выходит дороже. Но мы так поговорили по душам. И человек вошел на мое положение и продал мне его за 10 тысяч. На эти нарты я запрягала максимум 5 собак. Сколько у меня собак было, столько и запрягла. Их использовала для таких дальних переходов. До Улаханана мы ездили 33 километра. В прошлом году нас туристы просили покатать их. И мы, в принципе, на 4 собак их катали. Это больше она такая нарта, которая для прямой езды. То есть она не маневренная, она для такой погрузочной, можно сказать, да. А для кратковременных или быстрых передвижений я использую современную нарту. Она сделана из профиля, специальный пластик, вот этот якорь, тормоз. Она более легкая, маневренная. Вот видите, я стою, она вот более такая подвижная, поэтому ей легко управлять, маневрировать. В нее можно загружать только одну собаку, можно и с 2 собаками. Если это кобель, может один кобель потянуть, в принципе, эту нарту. Она очень легкая. Вот. Для охоты, использовала ее. Выход был на боровую дичь, использовали ее, вот такую нарту профильную. И для передвижения по деревне, там, не на большие расстояния. Максимум расстояния, на которое я на ней проехала, это было до природного парка Ботама. Это находится напротив нашей деревни, через реку. В первую очередь ездовой спорт – это эмоции. Когда это внутри как ком собирается, когда собаки мчатся на скорости 30, иногда до 40 километров в час доходят. И прям это взрыв эмоций, адреналин, радость, веселье, весеннее настроение. Вот такие смешанные чувства одолевают. И, в принципе, я бы сказала, это ездовой спорт большой антидепрессант, таблетка от депрессии. Как и упоминала ранее Евдокия, самая дальняя и экстремальная поездка у нее и ее собак была до соседнего села Улаханан. В прошлом году, 1 января, у нас зима была в прошлом году очень холодная, 3 месяца под 50 стояла мороза. И 1 января такой подарок судьбы, 35-38 градусов мороза было.
Мы проснулись, думаю, надо год начать с подвига. И у меня давно была мечта хотя бы доехать с этого села до села Улаханан. Отсюда отправились. Конечно, меня сопровождала машина, потому что в одного просто на упряжке нельзя ехать, вот мало ли что случится. Меня сопровождали, мы проехали 33 километра. Ну, за 2,5 часа справились собаки. Там была 4 собак на традиционной нарте, потому что алюминиевые нарты, ну, как бы не для стайера, ну, не для долгих путешествий. Видя, как Евдокия бодро передвигается по селу на собачьей упряжке, односельчане начали интересоваться ездовым спортом. Спрос появился на то, что дети хотят, ну, подростки, взрослые, да, хотят научиться. У них свои собаки есть, и они хотят научиться. И вот на меня выходили дети, и их тоже вот обучаю, получается, ездовому спорту, как каюр должен быть, как общение с собаками и так далее. Вот использую их в основном. И напоследок героиня репортажа поделилась формулой воспитания ездовых собак. Терпение. Терпения очень много надо, выдержка. Вот мы собак учим выдержке, да, но в себе тоже надо держать очень хорошую выдержку, потому что не с первого раза все получается, у собаки разные. У кого-то это очень быстро получается, у кого-то очень долго, до кого-то очень долго доходит это, поэтому нужна выдержка в этом плане. И строгость, любовь и строгость, это сочетать, потому что все равно, если вы не вожак стаи, то вас не будут уважать собаки, особенно вот ездовые собаки, они... Вот как я очень много раз замечала, когда я упряжку передаю другому человеку, они уже начинают себя по-другому вести. Они ленятся, они смотрят назад. Это не тот человек, не тот голос. И начинает уже туда влево, вправо ходить и так далее. Поэтому нужно быть лидером, нужно быть как бы так вожаком, альфа.